«Волки и овцы» Александра Островского, «Три сестры» Антона Чехова, «Княжна Марья» по произведению Льва Толстого «Война и мир» и спектакль «Особые люди». О каждой работе художественный руководитель говорит с большим трепетом, ведь за спиной у театра 70-летняя история премьеры аншлагов. Он самый посещаемый в Москве. И слава богу, со временем Том доказал, что он имеет право на существование. Он удивительным образом творчески и репертуарно влился в репертуар театра на Малой Бронной. Практически все молодые актеры, которые вот уже, получается, 4, 5, 6, 7 лет назад закончили Государственный институт театрального искусства, стали актерами театра на Малой Бронной, играют в репертуаре театра на Малой Бронной. Почему Абхазии такой репертуар? Сергей Голомазов отвечает просто. Очень любим Абхазию и рады представить здесь свои работы. 4 спектакля были выбраны по принципу качества и экономии. Вести основной репертуар драматического театра и мастерских Голомазова за границу – вопрос нелегкий. Это первый творческий визит театра на Малой Бронной в нашу страну. Худрук Сергей Голомазов очень надеется, что творческий диалог обязательно будет продолжен. Тем более, когда есть люди, так сильно любящие театр. Вы знаете, крайне редко приходится встречать людей, администраторов, директоров, которые искренне любят театр, влюблены в театральное искусство. Я вам хочу сказать, что это такое явление достаточно дефицитное. 2 спектакля из репертуара театра на Малой Бронной. «Волки и овцы» – визитная карточка творческого объединения мастерских Сергея Голомазова. А вот спектакль «Особые люди» не совсем обычен. Это больше похоже на разговор о проблемах особых детей и их родителей. Я очень хорошо знаю и видел очень много спектаклей Сергея Анатольевича. Это всегда высочайший уровень, всегда. Это всегда замечательно. Это действительно вот то, с чем сегодня гордится Москва, как театральный центр, один из крупнейших театральных центров мира. Этот праздник творчества был бы невозможен без поддержки компании «Амобайл». Ираклий Хинтба горячо поблагодарил компанию за поддержку. Я хотел бы поблагодарить нашего официального партнера, компанию «Амобайл», за ту помощь, которую они нам оказали в организации этого проекта фестиваля. И компания «Амобайл» для нас это действительно самый такой важный, близкий друг, который помогает и который делает это бескорыстно и делает это с удовольствием. Это очень важно. И спасибо Министерству культуры, охраны историко-культурного наследия, лично министру Эльвире Арсалия за поддержку этого проекта и других наших начинаний. Труппа театра на Малой Бронной – одна из самых разновозрастных. Объединить на сцене вчерашних выпускников и уже известных артистов не так просто. Для этого нужен репертуар, в котором можно задействовать актеров всех возрастов. И именно они 4 вечера подряд будут делиться с сухумским зрителем своими эмоциями и чувствами, переживаниями и сожалениями, любовью и добром. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.